Я поздравляю всех с наступившим Курбан-Байрамом. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы, наши поклонения, наш Курбан в эти дни. В эти дни важно, несмотря на те испытания, через которые мы проходим, несмотря на ту войну, в которой мы, дикую войне, в которой мы оказались, несмотря ни на что, постараться настроить себя на радость. Потому что радость в эти дни – это поклонение. Дарить радость вокруг, потому что жизнь продолжается. И один из наивеличайших уроков Курбана – это полностью покориться воле Всевышнего через повеление, через выполнение Его повелений, через оставление Его запретов и через проявление терпения к тому, что Всевышний нам предписал и предначертал. Только таким способом мы выберемся из всех бед и испытаний. И таким способом Всевышний нам обязательно дарует нам победу, обязательно нам укажет нам путь, подскажет нам. На это указывают все истории пророков, как я об этом упоминал уже в праздничной хутбе. Важно в первую очередь поздравить родителей, бабушек, дедушек, поцеловать им руки согласно нашей традиции крымско-татарской. Важно, чтобы дети это делали, не забывали эти добрые традиции. Важно дарить друг другу подарки. Пророк сам говорил, дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга. Важно восхвалять, возвеличивать имя Всевышнего в эти дни. Важно также, конечно же, зарезать жертвенное животное, если есть возможность. Если есть возможность, обязательно это сделать. Это можно сделать как минимум в течение 3 дней. Одну часть можно оставить себе, 2 другие части, если делить на 3 части, поделиться с соседями, с бедными, нуждающимися. Иншаллах, победа будет, и Родина наша освободится, и справедливость восстановится, и крымские татары восстановят свою государственность, иншаллах, и Крым вернется в Украину. Крым – это Украина.